Ребята, вы можете представить себе то, что, будучи обычным школьником, вам могут устроить персональную фотовыставку в главном зале республики, конгресс-холле Таратау. Порядка 50 участников отправили свои фотоработы, и лучшие из них представлены здесь. Проект «Культ Ура» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На стенде красуются лучшие работы юных фотографов. Ведь всего было заявлено 40 серий фотографий. Отобрать лучшие была задача не из простых. Но Рустем Маратович, куратор фотоотделения, справился с этой задачей. В течение года он провел несколько десятков воркшопов, в ходе которых ребята освоили самые разные фотоприемы. Элина, ты до этого делала такие кадры? Я пыталась сделать такие кадры, но у меня получалось, не так хорошо, как здесь. Я рада, что впервые поучаствовала в таком проекте. Это первая твоя выставка? Да, это первый проект такого типа, в котором я участвовала. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты развивалась дальше, и хочу, чтобы ты не останавливалась на этом. Рустем, расскажите, как проходили воркшопы? Воркшопы. У нас проходило 10 выездов офлайн, и некоторые были офлайн. То есть мы проводили им онлайн мастер-классы, разбирали работы, некоторые работы критиковали, а некоторые хвалили. Но в целом на протяжении года у нас наблюдался прогресс, и я честно скажу, если дать инструменты ребенку, просто какие-то данные, он все сам делает своим. Это называется чистое творчество. На фестивале чествуют лучших. Пора оценить участников творческих лабораторий, в которых музыканты, художники и танцоры проявляли свои таланты в непривычном для них амплуа. А сейчас мы передаем слово директору телеканала «Дамыр» Гульназ Фаритовне Кульсариной. Доброе утро, дорогие ребята, доброе утро, уважаемые педагоги, доброе утро, авторы проекта «Культ Ура». Я рада вас приветствовать сегодня в главном зале нашей республики, в конгресс-холле Таратау, и сразу же на вашей выставке. Не каждому фотографу удается сделать свою выставку в этом зале, не каждому фотографу удается видеть вообще свою фотовыставку, а у вас это уже свершилось, с чем вас я и поздравляю. Дарина, расскажи про свою фотографию. Получается, мое задание было тоже, я работала с СМИ, но также у нас было еще одно задание, сфотографировать, как идет работа. И я вижу то, что люди так стараются, работают, и я решила сфоткать их работу, как они работают над текстом, как они придумывают его. И так у меня получилась моя фотография. Каково тебе осознавать то, что твоя фотография попала на эту фотовыставку? На самом деле я очень рада, то, что моя фотография попала на выставку, потому что для меня это первая выставка и очень даже важная. Мы все делаем фотографии для своей странички в соцсети, на память, для того, чтобы показывать близким. Ведь, как гласит народная мудрость, не сфоткал, значит не было. Видеть красоту – это одно, а запечатлевать ее – это особый навык. Например, Роксолана всерьез увлеклась фотографированием, и на выставке у нее сразу несколько работ. Роксолана, я знаю, что на фотовыставке у тебя целых 5 фотографий. Расскажи, как так получилось? Во-первых, хочу сказать огромное спасибо Рустему Маратовичу за то, что он проводил с нами воркшопы, мастер-классы, на которых он нас учил не только фотографировать, но и рассказывал различные интересные секреты о том, как сделать правильный и красивый кадр, о том, как изобразить и необычно показать свою мысль и идею. Эти фотографии сделаны, как я уже сказала, необычным ракурсом. Какая твоя любимая фотография? Моя любимая фотография – это фотография с виолончелями. Здесь очень красиво получилось изобразить симметрию виолончелей, которые висят, и необычно показать свет. Самые разнообразные работы. Кто-то силен в художественной фотографии, а кто-то любит репортажный жанр. Несмотря на такое разнообразие, жюри нужно было выбрать только 3 лучшие. А пока имена победителей не названы, предлагаю посетить другие локации первого фестиваля «Культ Ура».
Для участников фестиваля подготовили уникальный мастер-класс от руководителя службы маркетинга телеканала БСТ Антона Прижевского. Он отвечает за 5 телеканалов, 4 радиостанции и интернет-портал. Вот это масштабы, я думаю, он точно знает секрет, как обзавестись большим количеством подписчиков. В современном мире умение ярко заявить о себе – это просто жизненно необходимый навык, особенно если ты представитель творческой профессии. Как все эти ребята, они будущие художники, артисты балета, музыканты. Узнать секреты, как правильно позиционировать себя в всемирной сети от человека, который успешно продвигает крупный медиахолдинг – это бесценно. Основы всего продвижения, маркетинга, рекламы, пиара – это в целях, задачах и вообще выработке стратегии. Потому что может делать очень много действий, может делать очень много каких-то видеороликов, но это ни к чему не может привести, потому что изначально не было сделано правильно, цели не были правильно выстроены. Аня, расскажи, какие фишки Антона Прижевского ты будешь применять в ведении своей социальной странички? Я буду выбирать самые наиболее используемые соцсети и буду грамотно подписывать посты, комментарии, чтобы набирать больше просмотров. Расскажи, как изменилась ваша социальная страничка школы за год существования проекта «Культура»? Появились сюжеты, мы участвовали в снимании сюжетов, также мы научились продвигать страничку своей школы. В ходе обучения по направлению продвижения в соцсетях на протяжении года ребята встречались с пиар-специалистом детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульгиной Багаудиновой. Она ведет порядка 10 аккаунтов телепроектов. Везде свои порядки и правила, о которых участники проекта узнали на многочисленных воркшопах. Кстати, проект «Культ Ура» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Лена, расскажи, что нового ты узнал на данном мастер-классе? Я узнала очень много полезного про общее ведение соцсетей. Например, о том, что в разных соцсетях сидят люди разного возраста. И чтобы их привлечь, нужно выкладывать очень интересные посты и делать это очень часто. Как ты будешь использовать полученные знания? Например, чтобы привлечь детей в нашу музыкальную школу, мы могли бы снять общий флешмоб. Да, в музыкальной школе мы могли бы снять флешмоб или показать выступления наших оркестров. Тиктоки с учителями, интервью с хулиганами школ, рилсы с концертных выступлений. Такое еще для многих в новинку. Но мы-то с участниками проекта «Культура» знаем, что будущее за этим. На протяжении года участники проекта «Культура» снимали информационные сюжеты о своих школах. И теперь главный режиссер детско-юношеского телеканала «Тамыр» проводит экспертный разбор. Чтобы оттачивать мастерство в чем-то, нужно себя смотреть, да ведь? Нужно смотреть, делать работу над ошибкой. Расскажи, как вы снимали сюжет? Мы снимали мы планировали сделать что-то красочное, пытались сделать кратно, но, по словам ребят, им не очень понравилось, но мы запомним эту ошибку и исправим. Мы снимали музыкальный сюжет про то, что происходит вообще в нашей школе, как мы учимся и нравится ли нам вообще учиться. Мальчик, обладающий невероятным голосом, Рамазан Бекенин в свои 10 лет неоднократно становился лауреатом конкурсов различных уровней. Рамазан, расскажи, пожалуйста, о том, как у тебя появилось желание заниматься музыкой. Желание у меня появилось еще в садике, когда я был на уроке музыки. Учитель меня заметил и сильно похвалил за то, что я хорошо пою. Настя, я знаю, что вы сняли сюжет полностью самостоятельно, без какой-либо помощи взрослых. Расскажи, как проходил процесс съемок? Мы собрались в среду, в самый свободный день для нас. Мы хотели передать достижения Рамазана, которые считаются достаточно высокими для его маленького достаточно возраста. Мы хотели рассказать о том, как вообще проходит участие на кастинге «Голос дети», потому что это достаточно интересная тема для музыкантов и вокалистов. Мы снимали на телефон его сестры Алсу Бекининой, она и выступала в роли оператора и монтажера. Работу мы сделали очень быстро, слаженно, и у нас отличная командная работа. Рамазан, расскажи, каково быть главным героем в сюжете? Главным героем быть это тоже легко. Тебя просто спрашивают интервью, и ты должен отвечать на вопросы четко, хорошо и отлично.
И было иногда даже смешные моменты, потому что с Настей мы очень сильно дружим, и когда, получается, мы просто стоим и смотрим, и если я, например, запнусь что-то, типа, потеряю свой ход мыслей, то мы можем сильно засмеяться, и это неудачные дубли такие. На таком уникальном мастер-классе у ребят была отличная возможность познакомиться с новоиспеченными журналистами, операторами, режиссерами из других школ, увидеть, о чем снимают коллеги. Аналогов медиасети школьных студий «Культура» в мире нет. Мы живем в век медиа, поэтому сейчас очень важно уметь правильно продвигать себя в соцсетях. А так как эти ребята музыканты и художники, им это важно вдвойне. Именно поэтому проект «Культура» – отличная возможность прокачать свои медиа-навыки с юности. Надеемся, что у него будет долгая история.